Рейтинговое голосование за благоустройство общественных территорий продолжается. В Карабулаке в рамках реализации программы формирования комфортной городской среды у жителей от 14 лет есть возможность отдать свой голос за ту или иную улицу. Волонтеры города проводят активную работу по оповещению граждан, знакомят их с дизайн-проектами. Улица Бачалова у нас есть два дизайн-проекта. Есть дизайн-проект с тротуаром, со скамейками, с лавочками. Есть просто с дорогой, со скамеечками. Выбрать облик своего города можно, не выходя из дома. Достаточно иметь под рукой любой гаджет, через который вы сможете зайти на единую федеральную онлайн-платформу za.gorsreda.ru или же воспользоваться мобильным приложением. Входим в приложение ФГС «Волонтеры», голосование, дизайн-проекты. Здесь есть 4 улицы на выбор. Градусова, Джабагиева, Бачалова и 70-летие депортации. Выбираем нужную нам улицу, например, 70-летие депортации. Здесь находится вся информация о проекте. Есть 2 дизайна на выбор. Выбираем необходимый нам, новое голосование, вводим номер телефона, фамилия, имя, отчество и отправить. Выбрать понравившийся дизайн-проект этих 4 улиц жители смогут до 30 апреля. Их 2. В первом случае это установка освещения и укладка асфальта. Во втором то же самое, плюс зона отдыха, лавочки и урны. Минимальный порог голосующих – 5200 человек. На сегодняшний день уже отдали свои голоса более 5400 жителей. Работы по благоустройству вот-вот начнутся и на улицах, которые жители выбрали в прошлом году. Одна из них – Дьякова, протяженность которой более 800 метров. Здесь расположен детский сад. В апреле 2021 года наш детский сад впервые открыл свои двери для наших маленьких воспитанников. И практически с того самого времени у нас наблюдается проблема, так как нету асфальтированной дороги, нету стоянки, нету освещения должного, и поэтому это предоставляет некоторые трудности для детей, особенно в темное время года, вот в зимнее время года, когда деткам из-за гололеда очень сложно пробраться, зайти в детский сад, когда очень сложно выходить вечером из детского сада. Плюс, опять-таки, это проблема со слякотью, грязью, которая не дает нормально пройти деткам, оставляет грязь на обуви, соответственно, детки заходят с такой же обувью в детский сад. Через неделю эти проблемы начнут устранять. Перед строителями предстоит масштабная работа. Прокладывается качественная дорога, тротуары, бордюры, освещение, качественное освещение, урны устанавливаются, урны и очень хорошего качества лавки. Ну, может быть, еще что-нибудь, но в целом комплект такой. Жителей улицы Мира беспокоили аналогичные проблемы, как и на Дьякова. Ее протяженность 320 метров. Здесь довольно оживленное движение, так как на ней расположен детский сад. Проблема в том, что здесь бывает очень грязно. Дети, которые идут и в сад, и в школу, постоянно сталкиваются с проблемой, что здесь постоянно слякоть, грязь. План благоустройства этой улицы включает также асфальтирование, тротуар, освещение и зону отдыха. Всего в этом году будут обновлены 3 улицы в Карабулаке – Дьякова, Мира и Цичоева. Проект формирования комфортной городской среды успешно реализуется в регионе более 5 лет. В прошлом году у нас проводилось благоустройство 4 территорий. Это у нас улица Промысловая, улица Заречная и улица Фрунзе. А насколько сильно изменится облик улиц, жители смогут оценить совсем скоро. Мадина Цора, Муслим Арчаков, Магаз 24.